что было дано указ найти виновников. Президент высказался, и, конечно, все были под давлением найти виновников. Мне было 18. Я в то время учился в ПТУ. Нас арестовали, хотели нам это убийство хотели на нас повесить. Я зашел в кабинет, не прошло даже и 3 минут, как меня начали бить уже. В это время плакал, и говорил, что это я не совершал, и я не знаю. Они бьют, они умеют бить. Я не хочу думать по этому. Почему по этому? Ничего. Так что они часто прибегают к насилиям, к признаниям. И признание является очень важным элементом в доказательстве преступления. Система будет закрывать глаза на качество ради выполнения показателей. И ради выполнения показателей можно применять пытки, можно фальсифицировать доказательства, потому что от этого зависит карьерный рост. Я сказал, что меня освободить по страже за суда, я сам себе не поверил. После того, как они с нами поступали, просто я не могу на них смотреть. Дом, семья, работа, все. Вот и есть хороший милиционер, я не знаю. Не могу я их платить, не могу. Все. Сохраняются люди, которых расстреливают, сохраняются люди, чьих родственников расстреливают, сохраняются люди, которые расстреливают. И сохраняется общество, которое знает, что смертная казнь от его имени применяется. Ходят и улыбаются. Это произошла ошибка. Какая может быть ошибка? Это же не ученик написал диктант, а учитель красными чернилами исправил. Ошибка. Человеческую жизнь погубили. И произошла ошибка. Нет судебной системы, который может гарантировать 100% справедливые суды. Поэтому мы требуем, чтобы отменили смертную казнь.